Представляя Аля-Савицба коллективу МЧС, глава правительства Владимир Делба выразил искреннюю благодарность прежнему министру Льву Квицине за многолетний преданный труд и создание мощной базы ведомства. Обращаясь к новому руководителю, премьер-министр пожелал ему твердости духа, крепких сил, неиссякаемой энергии и успехов на новом крайне ответственном государственном поприще. Аляс Витальевич не новый человек в органах государственной власти в этой системе. Он в различные годы занимал должности заместителя министра образования, науки, спорта, молодежной политики, руководил Государственным комитетом по молодежной политике, так что ему система органов государственной власти достаточно хорошо известна. В этой связи я уверен, что тот накопленный опыт, который есть в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, безусловно, будет полезен для развития всей системы. Коллеги также тепло поприветствовали нового министра, пожелав ему плодотворной работы во благо безопасности граждан Абхазии. На посту главы МЧС Аля-Савицба сменил Льва Квицине, который руководил ведомством с августа 2015 года. Под началом Льва Константиновича министерство проработало 11 лет, став за это время образцовым высокоэффективным щитом безопасности страны. В июле этого года ведомство отметило свой 20-летний юбилей. Лев Квицине вложил колоссальное количество сил, энергии и личного труда в становление абхазской спасательной службы. Были произведены достаточно масштабные преобразования. В свое время управление по чрезвычайным ситуациям с учетом возложенных дополнительных функций, задач, с учетом приоритетности направления было преобразовано в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Это важнейший шаг. Дал новый импульс развитию системы. Министр покинул свой пост по собственному желанию на основании личного заявления. При этом Лев Квицине продолжит выполнять важную государственную миссию в качестве специального представителя президента Абхазии по взаимодействию с новыми регионами Российской Федерации, Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Перед вашим приходом проводил совещание, мы говорили с коллективом. В первую очередь я их поблагодарил за службу. На самом деле коллектив сплоченный. Здесь есть достойные ребята. Они все до единого делали и делают все возможное. И я в свою очередь попросил, чтобы полная поддержка с их стороны. И все они в один голос говорят, что мы сделаем все возможное для того, чтобы продолжить то, что сделано. И я больше чем уверен, что у вас все получится. Я всей души, если позволите, вот дома поздравляю. Шойр Маншала, Аманшала Роу. Аля-Савицба окончил филологический факультет Абхазского государственного университета по специальности актерское искусство, а также Российскую академию госслужбы при президенте Российской Федерации по направлению государственное и муниципальное управление. Прошел службу в вооруженных силах Республики Абхазия. В его послужном списке работа в коммерческих структурах, руководство общественным движением «Молодая Абхазия», должности заместителя министра образования и науки, спорта и молодежной политики, а также председателя профильного госкомитета. При этом долгие годы Аля-Савицба совмещал государственную службу с творчеством. С 2014 по 2022 он оставался ведущим актером Абхазского молодежного театра. Аля-Савицба – участник специальной военной операции. На передовой он командовал первым батальоном легендарной интернациональной бригады «Пятнашка». С 2023-го является советником министра просвещения России на общественных началах, а с мая 2026 года занимает пост помощника президента Абхазии. Уважаемый Лев Константинович, в первую очередь, наверное, я обязан вам сказать огромное человеческое спасибо за ваш труд многолетний. Вы в самые непростые времена возглавили Министерство по чрезвычайным ситуациям и много лет добросовестно служили своему народу, и министерство действительно росло. И сегодня это один из таких вот сплоченных коллективов, организмов. Со своей стороны рассчитываю на плодотворное сотрудничество, надеюсь, не подведу и Верховного Главнокомандующего, который возложил такую очень серьезную ответственность. Спасибо за доверие.
Перед новым министром сегодня стоят масштабные задачи на новом посту. Руководство страны уверено, что богатый управленческий и боевой опыт нового главы ведомства станет надежным фундаментом для сохранения и приумножения лучших традиций абхазских спасателей. Гугуца Вардания, Алексей Гухова, Абхазское телевидение.